главный тренер Александр Кристина и игрок сегодняшнего матча Антоний. Александр Сергеевич, расскажите, как вам результат, что удалось. Поздравляю, во-первых, всех с закрытием сезона, завершением цикла, большое дело. Мы начали все вместе делать. Ну, результатом мы довольны. С одной стороны, 3 очка. Это важно, очень тяжело. Вроде как играли большим давлением, соперника ничего не было. С другой стороны, все-таки коррективы. Многовато было длинных передач, но мы так и планировали. Невынужденного брака больше, чем обычно. Играем немножко в другой футбол, чем всегда играем. Но, тем не менее, результат мы достигли. Вопрос, пожалуйста. Александр Сергеевич, здравствуйте. Будут ли изменения в составе не по состоянию здоровья, кто-то там травмирован, кто-то здоров, а вот именно по игре? Не знаю, сборы покажут. Еще команда была готова физически очень хорошо. У нас был такой непростой вопрос, кого поставить в состав. Мы всех не можем пустить сразу. Поэтому, не знаю, от состояния, от готовности футболистов все будет зависеть. И опять же, где на выезде у нас играет. Изучим соперников, какой футбол будем планировать играть, уже непосредственно подать оптимальный состав. Азамат, забитый твой шикарный гол. Это результат заготовки или все получилось как-то так? Случайно, без заготовки? Ну, во-первых, то, что мы попали в эту группу и сегодняшний матч, то есть соперник Макао, мы понимали, и главное, что нужно было уважать соперника, потому что в Азии футбол растет с каждым днем, и Макао сегодня тоже приятно удивило, что и натурализованные игроки были и так далее. В первом тайме ничего не получалось, ни низом, хотели что-то там попробовать, и стандарты, что-то не получалось. Во втором тайме перестроились, и более надо было сконцентрироваться на каждом стандартах, на аутах, на угловых, со штрафных, и это привело к голу. Поэтому я думаю, что это всей командой мы и забитый мяч, это как бы, то есть всей командой мы добили этот мяч, мы что верили, что забьем, понимали, что игра будет тяжелая, и поляна не готова была. Но самое главное, что 3 очка, и я думаю, что это самое главное, что начали дома с победы. Тренировки вы делали такие? Да, мы понимали, я же говорю, мы понимали, сегодня мы первый раз вышли на естественное поле, на разминке уже что-то ноги под многих ребят там, ну что-то не получалось, было тяжело, потому что последние 2 дня тренировались на синтетике. Вот, и пользуясь случаем, надо тоже отметить то внимание, что мы все стараемся, приезжаем, чтобы защищать честь нашей страны. Поэтому как бы обращение это к руководителям как бы и местных клубов. Они должны все нас поддерживать, то есть то, что мы готовились уже на синтетике, хотя поля были, но, к сожалению, нам не дали. Поэтому мы стараемся, мы, ребята, все ради страны. Страна должна тоже отдавать нам что-то взамен. Поэтому что-то не получалось, потому что мы в Анталии тренировались только на естественном, а здесь получилось, что мы 3 дня как бы первый день адаптировались, 2 дня тренировать на синтетике, поэтому что-то не получалось в первом тайме. Я думаю, что вот это, как бы, вывод можно это сделать. Но во втором тайме перестроились, и я думаю, что все будет хорошо. Мы голы эти отрабатывали. Случайные голы ворота соперника у нас, к сожалению, залетают. Случайно тут нас залетает. Это каждый стандарт у нас, если вы посчитаете, у нас много голов, все стандарты. Естественно, мы над ними работаем. Учитывая непростое поле, мы над ними очень много. Как в обороне, так и Понятно. Александр Сергеевич, вот все знают, да, что Валерий Кичин неплохо пробивает со стандартов, но вот первый, по-моему, Эдгар пробивал Берхан, второй, по-моему, Виталий, да? Это вот... Второй Ахледин. Да. Следим, да. Это ваша установка или ребята сами решают, кому У пробивать? нас есть определенные зоны, кто с каких зон, с какой ноги бьет, да. И уже от того, как вратарь выставил стенку, то есть сначала расстояние, с какого расстояния. Есть кто-то лучше издали, кто-то лучше близко, обводящий. И потом, исходя из того, как вратарь выставил стенку, ну, То есть получается... варианты были другие про штрафного, но ребята решили так. То есть получается не Валера на стенку была, да?
Получилось. Счет 1-0, да, считается закономерным? Да нет, должны были начать 2-3. Ну, опять реализация момента. 2,5 года уже это вопрос. Это, ну, дополнительный вопрос. Какая защита соперников или несуженность все-таки наших игроков? Нет, соперник оборонялся достаточно большим количеством игроков. Да, поэтому определенные трудности и непростое поле. Мы сегодня много говорим про поле, еще раз хочу подчеркнуть, выражаем большую благодарность тем людям, которые готовили поле. К ним никаких претензий нет, но против природы ничего не сделаешь. Поэтому, исходя из состояния поля, мы предполагали, что так будет. И соперник еще много футболистов сзади было. И было достаточно неплохо, поле больше им играло, повышать легче, чем сезон. То, что во втором тайме команда сильно подсела в интенсивности, следствие физической установка была такая. Интересный вывод. Не подсел, почему так иначе? Чего так проявилось? Мы высоко отбирали чужих ворот гола. Как бы забили, начали во второй зоне. Потому что это очень энергозатратный футбол. И 65 минут мы играли только практически в чужой штрафной сетке. Считайте, это плохая физическая готовность. И еще дальше мы старались ставить высоко всю игру от него, практически 90 минут. Физическая готовность отменная. И команда никак не подсела. Другое дело, что мы немножко начали оглядываться назад. Но ничего опасного, никаких моментов у соперника не было. Поэтому я не считаю, что команда подсела. Кыргызча берсек болобу, мүмкүн болсо. Күйөрмандар, футболго келген күйөрмандар ушул футбол курама команда мурункудай оюн көргөзө алган жок деп кээ бирлер нааразычылыгын айтып атат көпчүлүгү. Анан кийин айтсаңыздар, бул көптөн бери ушул футбол талаасына чыкпагандыктанбы, же болбосо футбол талаанын сапатынын начарлыгынан болдубу? Негизи өзүңөр билгендей 2 жылдан бери биз биринчи жолу март айында өзүбүздүн үйүбүздө ойноп атабыз. Биринчи жолу. Австралия менен биз июнь айында ойногонбуз. Анда өзүңөр билгендей жайында биздин футболдук аянтыбыз даяр болчу. Азыр өзүңөр көргөндөй март аябай суук болду. Футбол аянтыбыз даяр эмес болду. 2 күн биз НФЦда искусственный покрытиеде тренировка жасадык, машыктанып ошон үчүн баардыгыбыз түшүнүп жатканбыз. Ошо кыйын болот экен. Бирок биринчиден биз ошол Макао командасында жакшы даярданып, ошо жакшы оюнчуларды алып келип, ошо Португалиялык оюнчулар болчу. Эми түшүнүп атканбыз, алар экинчи номер менен ойногон. Бирок менин оюмча биз ошо эң негизги 3 упай үчүн жакшы оюн көрсөтпөсөк деле, бирок 3 упай керек болчу. Ошо 3 упайда биз азыр группабызда 6 оюн болот. Биз Кудайга шүгүр ошо 3 упай менен баштадык. Буюрса алдыңкы оюндарда ошо сентябрда ошо Мьянма менен болгон оюнда Кудай буюрса футболдук аянтыбыз жакшы даяр болсо, дагы мыкты оюн көрсөтөбүз деп тилектешмин. Индия победила Мьянму на выезде 0-1. Александр Сергеевич, вы как считаете, вы согласны с тем, что за первое место будем бороться мы и Индия? Понятно, что каждая игра будет сложной, как сегодня, но вот два фаворита в нашей группе. Не знаю, я изучал только Макао, остальные игры не смотрел. Считаю пока что это рано. Сейчас будем уже готовиться к Индии. Я знаю точно, что за первое место будем бороться мы и еще кто-то. А вы, Азамат, как считаете? Ну, то, что Индия обыграла на выезде с Мьянмой, я только что узнал, потому что мы понимали, что там, в принципе, равная игра будет, и следующая игра у нас на выезде с Индией в июне, 15 июня будет очень жарко и так далее, но, не знаю, задача у нас одна, и мы понимаем, что мы фавориты, и мы должны каждой команде готовиться максимально, должны вызываться и будут вызываться лучшие, которые на сегодня готовы. Поэтому в выезде дома у нас всегда задача одна — побеждать. Побеждать ради страны, чтобы достичь нашей цели. А наша цель — Азия. Поэтому я думаю, что ничего такого. Поживем, увидим, еще есть время. На прошлой пресс-конференции вы подметили
сказали так, что основной соперник Кыргызстана это Кыргызстан. То есть мы сами внутри себя друг другу мешаем, да? То есть вы имели в виду сотрудников именно госслужбы, госучреждений, или все-таки это было часто, да? Я вообще-то имел в виду футболистов. Мы не мешаем, а создаем себе трудности. Нет, имеется в виду, когда про поле, то есть вы хотели потренироваться именно не на искусственном, а естественном, да, поле получается. Ну, да. Но вам как бы помешали, и вы в этом... Проблема здесь в чем? Отказали в одном месте, должно быть второе, третье, четвертое. У нас нет. У нас даже искусственное поле одно в Бишкеке, нет, не в Бишкеке, во всей стране. Одно, которое более-менее нормально. Это лежит на МФЦ. Одно. Стадион один, которому уже почти 80 лет, да, если я не ошибаюсь. Ну, о чем мы говорим? О чем мы говорим? Федерация работает, не покладая рук и сил, и делает все возможное и невозможное, но тоже немного поддержки здесь. Я говорил и буду говорить, я не открою секрет, никакой новости не открою, пока не будет государственной поддержки. Поддержка — это не денег дать. Это когда не будет масштабно по всей стране какая-то целевая программа развития того или иного вида спорта. Вообще спорта в принципе. Ничего хорошего не будет, потому что у всех хороших начинаний есть потолок. Через 2 года нас выгонят из страны, из-за стадиона. Хоть как, он не будет соответствовать. Будем играть игры на чужом поле. Каких-то соседей будем арендовать. Вот и вся перспектива. Ни больше, ни меньше. Потому что в рамки все сужаются, требования повышаются, и хочешь, не хочешь. Газоном мы решим еще как-то стадион, поле. Но опять же тоже непросто. То есть, да, мы решим, когда будет солнце, но солнце искусственно включить не можем. Перестелить газон тоже никаких денег не хватит ни у кого, то есть, если это не на государственном. То есть эти большие спортсооружения должно строиться за счет государства. Другого выхода, они везде есть государственная поле, везде. У нас легкоатлеты что, нормально занимаются, что ли? Ну, у них хорошие условия для беговая дорожка, раздевалки. Они тренируются тоже здесь, на Спартаке, там непонятно где, там с крысами переодеваются. Ну, это не только. По всему. Я же говорю, была Олимпиада, там, вот, выделили на подготовку, хорошо, выйдя, а до этого люди, что они за год натренируются и покажут результаты на Олимпиаде. Как они это сделали? А до этого где люди тренировались? На асфальте. У борцов условия намного лучше, чем у футболистов. Да, сейчас я не за футбол. Борцы всю жизнь, вот мальчик пошел в секцию, и он всю жизнь тренируется на том ковре, на котором надо. Или лучше год. За год невозможно ничего делать, потому что с кем люди конкурируют, люди всю жизнь в этих условиях работают. Я уже не говорю про питание, я не говорю про фармакологию, я не говорю про квалификацию тех, кто работает, про тартановые дорожки для легкоатлетов, про их питание и про все остальное, про барьеры, через которые убиться можно, еще их и не хватает. А потом, о, что, ну вам дали денег, ну дайте денег, а за год ты ничего не научишься, выше головы не прыгнешь. Футболом, как и другим делом, надо заниматься. Вообще спортом надо заниматься. Кыргызстан құрама командасының чабуылшысы Антон Землянухин бұл уақытқа шейін негізгі құрамда ойнап келген. Неге бұл себептен бүгінгі ойында ақырғы таймдарда шықты? Когда он выходил в основном составе, вот весь 15-й год, вам нравилось, как он играл? Нам нравилось. Сейчас он не играет. И самое плохое, что это проблема Антона. Вот в чем есть вопрос. Это самое плохое. И, честно говоря, мы очень сильно расстроены, что Антон не играет в основном составе. Мы очень сильно переживаем. Хотя он может говорить, что он тоже, наверное, переживает, но мы переживаем не меньше. Тот футбол, в который он играл, в который он может, он его на сегодняшний день, к сожалению, не показывает. К сожалению. А за вчера никто сегодня играть не будет. Потому что, еще раз говорю, у нас команда 20 человек полевых, 3 вратаря. Откровенно слабых нет. Это лучшие все. Это, еще раз говорю, не клуб. Все лучше. И очень непросто делать выбор. Но кто на сегодняшний день подходит по критериям, это игра. Кто отвечает? Очень жаль. Очень хороший, квалифицированный футболист. Очень жаль, что он не играет в основном составе. Александр Сергеевич, кто из состава соперников доставил нам сегодня наибольшее количество проблем? Это никто.
Не, я не видел сегодня вообще, в принципе, без наших. Спасибо большое. Победа.